Эти старинные церковные стены жители Лоймы берегут как зеницу ока. Говорят, дороже храма на селе для них ничего нет. Последние силы и средства отдают для того, чтобы Божий дом не рушился под тяжестью времени. Зданию уже больше 2 веков. Сегодня в более-менее приличном состоянии находится лишь один предел. Здесь по праздникам и воскресеньям проходят службы. В остальных частях строения нет даже окон. Приход у нас небольшой, ходит примерно 15-20 человек. Летом обычно бывает больше, потому что приезжают выпускники. Отапливаемся печкой, дровами сами собираемся, наносим, а батюшка потом утром приходит, затопляет. А в течение службы сами добавляем. Церковь, срубленная из дерева, появилась здесь еще в XVI веке. Ходил в нее и стар, и млад. За 200 лет деревянное здание пришло в негодность, и на его месте жители решили возвести большой храм. Работы длились 2 года, и в 1804-м на святом месте выросло белоснежное здание с яркими куполами. Это было первое каменное строение в Прилузье. С каждым годом приход становился все больше, с ним рос и храм. У него появился 3-й предел. На стенах и потолке стали вырисовываться уникальные художественные росписи Воснецовской школы. Здание называли одним из красивейших во всем Коми-крае. Это было буквально за год до роковой для лойминского прихода революции. На заре советского времени начались гонения на церковнослужителей. И к началу 30-го года отец Авенир, служивший в этой церкви, уже был по 2-му разу арестован. И церковь перестала существовать для прихожан, потому что они не могли там быть, не было службы. И официально в 1935 году, к началу очередной годовщины Октябрьской революции, храм официально был закрыт. Он был разрушен, колокола были сброшены, и впоследствии в храме был устроен Дом культуры. Нина Ананьевна Шумилова родилась и выросла здесь, в Лойме. Здание храма со времен своей юности помнит именно как место развлечения. Здесь, например, состоялся первый концерт известного сегодня певца Валерия Леонтьева. Я, как молодежь того времени, здесь часто бывала, к сожалению, на танцах. И концерты ставили, и пели песни. Как все это было в советские времена. И помнится мне, даже в то время мне неоднократно снился сон, этот храм снился мне. Огромное здание. И наверху 2 старца, строгие, но добрые. Я ничего не знала о религии, о молитвах. Гораздо позже, придя к Богу, говорит Нина Ананьевна, поняла, образы в снах были похожи на святых Афанасия и Кирилла, патриархов Александрийских. Именно в их честь назван один из престолов в храме. Сегодня и она, и другие неравнодушные жители села в поддержание храма вкладывают почти все, что сами имеют. Об этом просят и добрых людей со всей республики. В проекте «Окно в храм» речь не идет о реставрации. Сейчас собирают деньги только на установку окон. Всего их в здании 30. На рамах хотят повторить старинный узор, который был раньше. Помогут новые окошки сохранить и уникальные росписи, еще оставшиеся во многих частях храма. Эти росписи знамениты тем, что они сделаны, видимо, последователями и учениками знаменитого художника Виктора Воснецова, и они являются малой копией храма, посвященному крестителю Руси князю Владимиру в городе Киеве, матери городов русских, городу. И, конечно, мы все мечтаем, чтобы нашли спонсоры или какие-то молодые художники, которые учатся, которые помогли бы нам восстановить их. Для скромного по инвестиционным меркам проекта требуется чуть меньше 1 миллиона. На сегодня собрано всего 15 000 рублей. Прихожане все надежды возлагают на неравнодушных жителей Коми. Помочь, говорят они, можно и деньгами, и просто молитвой. Ольга Коняева, Любовь Филиппова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Прилузский район.